Таджикистан и Саудовская Аравия договариваются о квоте для совершения хаджа. Профессиональная футбольная лига Узбекистана отказалась от русского языка. В одной из самых крупных провинций Китая заражены COVID-19 почти 90% жителей. Первый в истории космический запуск с территории Британии закончился неудачей. Делегация Таджикистана находится в Саудовской Аравии, как предполагается, для согласования квоты для совершения обряда хадж таджикистанцами в текущем году. Квота для каждой страны традиционно устанавливается Министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии. Как сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана Навшин Муки, пока квота для совершения обряда хадж в текущем году для Таджикистана неизвестна. В Саудовской Аравии находится наша делегация, вероятно, будет обсужден вопрос о квоте для Таджикистана, предположил Навшин Муки. Сейчас также рано говорить о цене на хадж. Сначала будет определена квота, в Комитете по делам религии поступят списки из городов и районов страны, а затем уже с учетом требования саудовской стороны по согласованию с антимонопольной службой Таджикистана будет установлена цена на совершение обряда, заключил Навшин Муки. В сезон хаджа 2022 года после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19, в святыни ислама Мекку и Медину для совершения обряда хадж отправило свыше 3500 таджикистанцев. Руководство профессиональной футбольной лиги Узбекистана приняло решение не публиковать регламент соревнований на русском языке. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор ПФЛ Диор Имамходжаев. Последние 3 года лига загружает файл с правилами на официальный сайт, где его может открыть и прочитать любой желающий. Мы публиковали положение на узбекском и русских языках до 2022 года. С 2023 года он будет на узбекском и английских языках, написал Имамходжаев. Причины этого решения футбольный чиновник не назвал. На официальном сайте ПФЛ отсутствует русская версия, только узбекская и английская, что редкость для Узбекистана. Русские версии имеются практически у всех спортивных федераций и организаций, которые имеют официальные сайты, в том числе Олимпийский комитет, Министерство спорта Республики Узбекистан и даже Федерация Кураша. Китай, власти которого были вынуждены отказаться от политики нулевого ковида на фоне протестов, столкнулся с беспрецедентным числом новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в провинции Хэнань, третьей по численности в Китае, сейчас инфицированы почти 90% населения, передает BBC. Как сообщил на пресс-конференции журналистам местные чиновники, число заболевших в Хэнане составляет около 88,5 миллионов человек, причем подавляющее большинство из них заразились в последние недели. Правда, пик заболеваемости, который пришелся на 19 декабря, судя по всему, преодолен, и наплыв больных в клиниках провинции постепенно спадает. Цифры, названные местными чиновниками, резко отличаются от статистики, публикуемой центральными властями. Так, по официальным данным Центра, после отмены политики нулевого ковида в стране с населением около 1,4 миллиарда человек заражено лишь 120 тысяч, а скончалось от коронавируса всего 30 человек. Впрочем, власти Китая стали достаточно узко трактовать понятие «смерть от ковида», поэтому в официальную статистику теперь могут не попадать многие пациенты, умершие на фоне коронавируса. Кроме того, было прекращено обязательное массовое тестирование на ковид, и государственные данные уже не отражают истинной эпидемиологической картины и масштабов новой вспышки. Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании. Американская компания Virgin Orbit завершился неудачно после того, как ракета-носитель Lawrence не смогла вывести космические аппараты на орбиту, передает Live со ссылкой на пресс-службу Virgin Orbit. Модифицированный самолет Boeing 747 взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников. Примерно через 1,5 часа полета на западе через Атлантический океан Boeing 747 на высоте примерно 10,7 километров успешно выпустил ракету, которая затем запустила двигатель первой ступени и начала подъем на орбиту.
На высоте более 500 километров над Землей ракета Лоурин должна была вывести на орбиту 9 небольших спутников, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, от наблюдения за океаном до навигационных функций. Однако производящая запуск компания Vision Orbit сообщила, что аномалия помешала ракете выйти на низкую околоземную орбиту, где она должна была выпустить спутники. Спутники, которые несла ракета, не могли быть выпущены и были потеряны. Vision Orbit сообщила, что изучает информацию.